Сегодня 23 августа, день окончания битвы на Курской дуге. Битва на Курской дуге, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Летом 1943 года германское командование приняло решение взять реванш за Сталинград и провести новое большое наступление на Восточном фронте. Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под кодовым названием «Цитадель». С обеих сторон сражения было задействовано более 4 миллионов человек. В знаменитом танковом сражении 12 июля участвовало более 1200 танков. Курская битва знаменовала собой завершение окончательного перелома в ходе войны. В битве на Курской дуге, по неполным данным, участвовало 39 нюрнбергцев, 16 из них навсегда остались на полях сражений. Сегодня мы хотим ознакомить вас с одним из участников сражения на Курской дуге, героем экспозиции нашего музея Матвеевым Михаилом Степановичем. Михаил Степанович – уроженец Мархинского наслега. Был призван 26 июня 1942 года Нюрнбергским райвоенкоматом. Начал свой боевой путь в ноябре 1942 года в районе Северного Донца орудийным номером тяжелопушечной артиллерийской бригады. Разведчик, артиллерист, командир взвода. Принимал участие в обороне Сталинграда, битве на Курской дуге, Корсунь-Шевченковской и Яско-Кишиневской операциях, форсировании Днепра, взятии Будапешта, Кёнигсберга, Берлина и освобождении Праги. После войны работал директором Второй Кангаласской Нербачанской школы, Якутской лесной школы-интерната, председателем колхоза имени Буденного. В гвардии младший лейтенант Матвеев награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, Красной звезды, медалями за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией, за взятие Кёнигсберга, за взятие Берлина, за освобождение Праги. Имел 5 благодарностей от Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. В 1965 году был занесен в Книгу почета Нюрнбергского района.